Военные комиссариаты региона проводят необходимую работу по организации весеннего призыва. По указу главы республики Махмуда Али Калиматова по всему региону создано 9 призывных комиссий. С 1 апреля в их задачу входит подготовить более 200 новобранцев из республики. Повестки розданы, проведены профилактические беседы с призывниками. В общем, все идет по плану. Заранее были составлены все графики явки призывников. Оповещения мы производили еще до начала призыва. Но какие-то шероховатости все равно присутствуют, конечно. Много людей, которые отсутствуют по месту своего проживания, прописки. Много людей, которые находятся за пределами республики. И возникают сложности при их оповещении. Но мы несколько раз проводим эти мероприятия по одним и тем же адресам. Стараемся, чтобы все призывники, которые должны прийти на мероприятие призыва, были оповещены вовремя, и они прибыли на эти мероприятия, прошли медицинскую комиссию, призывную комиссию, и по результатам этих комиссий были отправлены войска для прохождения службы. Призывная кампания в Джайрахе проходит уверенно и без всяких нареканий, заявляет районный военный комиссар. У 30% граждан призывного возраста на территории Джайрахского района отсрочка от службы. А тех, кто годен, ждут сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные войска Национальной гвардии. И это не весь список войск, в которые отправят наших призывников. Но, как показывает практика, ингушские ребята отдают предпочтение службе в Росгвардии. У нас джайрахская отправка 28 числа. Мы должны отправить одного человека. Всего наряд для Джайрахского района 4 человека, 3 мы уже отправили. В последнее время молодые люди предпочитают идти в войска Росгвардии, так называемые ВНГ, войска Национальной гвардии. Ну, также некоторые хотят служить на воинских частях водителями. Но для этого нужно водительское удостоверение категории С для вождения грузовых машин. Продолжается работа записи ребят и в высшие военно-учебные заведения. С руководителями вузов военкомом республики достигнута соответствующая договоренность. Военно-медицинская, общевойсковая, академия связи, десантные и военно-космические связи – это не весь перечень учебных учреждений, в которых будут обучаться наши земляки. В то же время у нас еще продолжается набор граждан, отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения Минобороны. Срок принятия заявлений, оформления документов продлен. Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, которые имеют среднее образование, аттестат, кончили школу, результаты ЕГЭ нужны, могут выбрать из многочисленных военно-учебных заведений. Перечень у нас в военкомате есть, они могут к нам обратиться, мы поможем им выбрать. Сейчас условия более приемлемые, легко люди могут поступить, потому что во многих местах не очень большие конкурсы. Ну а желающие служить по контракту могут обратиться в военный комиссариат региона или подать заявление на госуслугах. Контракт можно заключить на год, 3 или 5 лет. После его подписания бойцы получают серьезный социальный пакет, включающий льготы как для них, так и для их семей. Это и военная ипотека, льготы при поступлении в учебные заведения и 195 тысяч рублей президентской выплаты. Хорошие условия, полный социальный пакет. Многие выбирают. По сравнению даже с прошлым годом количество обращающихся с заявлениями для поступления на контракт у нас увеличивается. Эту работу мы также проводим. Этот призыв по всей стране планируется набрать 147 тысяч человек. Это на 15% больше, чем в прошлый раз. Также увеличат и число контрактников. Это означает, что общая численность вооруженных сил Российской Федерации значительно возрастет. К тому же условия приема для них в этом году будут упрощены. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.